комиссия и участники конференции. Меня зовут Кулаков Ирсан. Я ученик 6 класса Намской областной гимназии. Считается, что лесные пожары в Якутии являются самыми крупными в мире за 2021 год. Почти 8,5 миллиона гектаров сгоревших лесов приходится на Якутию. Это самый крупный показатель лесных пожаров за последние 10 лет. Ущерб лесному фонду республики предварительно оценивают в 1,6 миллиарда рублей. По счету на данный момент ведутся более точные цифры будут ясны только в первом квартале 2022 года. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, площадь лесных пожаров в 2021 году побила рекорды с начала 21 века. Исходя из актуальности, нами поставлена цель – изучение возможностей применения горелого леса в целях строительства и отопления. И задачи: первое – сбор и анализ данных по тематике исследования. Второе – изучение возможностей изготовления топливных брикетов из опилок, горелой древесины, изготовления арболита и пеллетов. Третье – исследование на прочность готовых образцов свежих и горелых опилок. Четвертое – сделать выводы. Гипотеза. Применение горелого леса в сельском хозяйстве и строительстве снизит экономические потери Республики Саха-Якутия от лесных пожаров. Анализ технологических процессов, изготовление строительных материалов, экономические расчеты показывают целесообразность производства арболита. К однозначным достоинствам арболита можно отнести отсутствие точки росы, долговечность, легкость монтажа и сопутствующих работ, экологичность постройки в целом и дешевление строительства. Проблема рационального использования древесных отходов завода об экологии и бережное отношение к природным ресурсам привели к появлению новых видов топлива, брикетов из опилок или, как еще их называют, евродров, а также топливных гранул пеллетов. Главное преимущество брикетов перед дровами – более высокая теплоотдача и удобство использования. За счет минимальной влажности и зольности калорийность брикетов выше, а благодаря правильной форме и высокой плотности брикеты плотно прилегают друг к другу и занимают меньше места в объеме. Пеллеты изготавливаются из безопасных и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда здоровью. Пеллетное отопление отличается неплохими характеристиками безопасности. Гранулированное топливо из натурального сырья не является взрывоопасным, в отличие, например, от газа. Для хранения пеллет нет необходимости отделять обособленное сооружение. Достаточно лишь выбрать сухое помещение. Изготовление опытных образцов и исследований на прочность мы при сжатии провели на базе лаборатории композиционных строительных материалов Институт проблем нефти и газа Российской академии наук. Технологический регламент изготовления опытных образцов. Первое. Просеивание через сито с размером ячейки 5,2 мм и 2,5 мм. Продолжительность 3 минуты. Масса сырья 1-2 кг. Нагрев сырья в печи при температуре 110 градусов для выделения лигнина. Продолжительность 3 часа. Третье. Прессование согласно технологическому регламенту. Предварительное нагревание в течение 3 часов при 100 градусах. Прессование под давлением 80 кН. Выдержка в течение 3 минут. Для проведения исследований были изготовлены образцы из пленных опилок горелой и свежей древесины различных пород: береза, ива, лиственница и сосна. Из-за различной плотности состава отличается объем и масса готового образца. При изготовлении топливных брикетов большое значение имеет содержание влаги, давление, прессование и температура обработки. Для приближения к натурным условиям опытные образцы изготовили без предварительного просеивания и нагревания. Просеивание проводили под давлением 20, 40, 60 кН с выдержкой 3 минуты. Образцы, изготовленные под давлением 20 кН, держат форму, но разваливаются при прикосновении. Образцы, изготовленные под давлением 40 кН, не выдерживают транспортировку. Определить плотность образцов было проведено по формуле. Высота готовых образцов была измерена штангенциркулем. Объемы цилиндрических образцов вычислены по формуле. Результаты измерений и вычислений приведены в таблице. По результатам вычислений мы выявили, что плотность брикетов свежих и горелых опилок отличается несущественно. Для оценки прочности образцов, изготовленных при режиме прессования 60 кН, влажность 12%, были проведены исследования нажатия на универсальной испытательной машине УТС-20К. На наш взгляд, низкие показатели образцов из березовых опилок обусловлены низким содержанием смолы березы. Результаты исследования прочности при сжатии приведены на рисунке. Горелый лес можно использовать не только как дрова для отопления, но и как строительный материал. Ежегодный рост цен на пиломатериалы способствует использованию строительных материалов различными наполнителями. На наш взгляд, арболитовые блоки из горелого леса найдут своего потребителя. Анализ полученных результатов исследований показал, что из опилок горелой древесины можно изготовить топливные брикеты. Исходя из полученных результатов, мы пришли к выводу, что можно использовать весь горелый лес вплоть до опилок. Спасибо за внимание.